В начале недели Трамп пригрозил, что скоро целая цивилизация перестанет существовать. Речь об Иране, который ранее президент США обещал вбомбить в каменный век. Иран до 1935 года назывался Персией. Так что все же такое эта персидская цивилизация, которой Трамп был готов лишить мир? Тема бездонная, так что лишь несколько исторических деталей в самой адаптированной форме. Вообще, само слово «перс», «персы» от индоиранского корня означает «богатырь». То есть Персия – страна богатырей. Такое вот бескомпромиссное самоназвание. И понятно, почему. Персы – великие воины. 2500 лет назад, во времена царя Кира Великого, основателя династии Ахеменидов, Персия – это огромное земное пространство от современных Греции и Ливии до Индии с населением до 50 миллионов человек, что составляло тогда половину популяции нашей планеты. В III веке уже нашей эры римский император Гордиан III напал на Персию. Правитель Персии рассеял римские легионы в Вавилонии, а Гордиан III в том бою был убит. Упал с лошади и скончался от ран. Но Гордиану даже в какой-то степени повезло. Римляне на этом не успокоились и напали на Персию еще раз. Было это в 260 году при уже новом императоре, имя которого Валериан. В итоге император Валериан попал к персам в плен, а тот же Шапур I, что ранее уже покончил с императором Гордианом, императора Валериана использовал в качестве прислуги. Будучи лет 60, император должен был сгибать спину, чтобы персидский правитель Шапур I мог встать на него, поднимаясь в седло. То ли Валериан не старался, то ли уже становился неустойчив, но Шапуру он надоел. Римскому императору разинули рот и влили в глотку расплавленное золото. После с бедного содрали кожу на чучело, набили соломой и выставляли на показ в одном из храмов. Может, это предание, но в любом случае характерное, как элемент психологической войны с римлянами, чтоб дошло и неповадно было. Впрочем, персидская цивилизация куда больше, чем история войн. Это и история созидания. Прекрасная дорожная сеть сделала возможным проложить Великий Шелковый путь, где Персия вплоть до 15 века нашей эры оставалась стратегическим звеном между Китаем и Европой. На пути выросли знаменитые караван-сараи, роскошные места пристанищ для людей и животных. По сути, это величественные крепости со всеми по тем временам удобствами, что встречали путешественников через каждый дневной переход. Весь сервис бесплатно. А откуда первый в мире водопровод? Зловредная Википедия пишет, что его римляне изобрели в 312 году до нашей эры. Вот так не переваривают Иран. А как вам Кярис, подземный водопровод, который персы презентуют нам с расстояния 3000 лет? Кроме инженерного дела, древнеперсидская цивилизация завещала человечеству фундаментальные открытия. Например, в медицине. Буквально пророк здесь Авиценна, он же Ибн Сина. Легко запомнить, он жил 1000 лет назад. Уже тогда он предсказал существование вирусов и бактерий. На основе своих представлений о заразности некоторых болезней Авиценна предложил и средства борьбы – карантин и изоляцию. Собственно, все это мы и проходили в пандемию ковида. Привет от Авиценны. Говоря о персидской цивилизации, которую Трамп еще во вторник готов был уничтожить навсегда, нельзя обойти такое имя, как Омар Хайям, философ и поэт, математик и астроном XI-XII веков. Кстати, известно, что у Владимира Путина Омар Хайям – один из любимейших авторов. Как-то на Международном культурном форуме в Петербурге, отвечая на вопрос Михаила Швыдкова о деятелях культуры, что в начале СВО делали эмоциональные высказывания, Путин процитировал рубаи Омара Хайяма. «Капля стала плакать, что рассталась с морем. Почему мы Бога о прощении молим? Свет и тень исправно делят мир на части. Вряд ли капля знает,
что такое счастье. Сегодня Омар Хайям пригодился бы и Дональду Трампу в диалоге с его союзниками по НАТО. Не тот твой друг, кто за столом с тобою пьет, а кто в несчастье любом на выручку придет, кто руку твердую подаст, избавит от тревог, и даже вида не подаст, что он тебе помог. Персидская цивилизация – это сочетание древних традиций, особой эстетики и высокого духа. Множество неповторимых культурных объектов пострадало в ходе этой войны.